Гагаузское радио вещает на 3 языках – русском, государственном и гагаузском. Это позволяет охватывать широкую аудиторию и одновременно сохранять родной язык и культуру автономии. Как отмечает экс-директор радио Мария Парфенова, за годы работы радио стало не только источником информации, но и площадкой общественного диалога. Я все-таки благодарна, что Бог меня в этой области реализовал, потому что это действительно очень серьезно. Серьезно в том плане, что это мы формируем у нашего населения информацию, даем взгляды, формируем мышление, формируем и где-то какие-то стереотипы формируем. А вы знаете, удовольствие приносит оценка наших радиослушателей. И одна из радиослушательниц позвонила, и, честно говоря, я когда вижу неопределенные телефоны или телефоны очень известных людей, думаю, сейчас опять что-то скажут, что-то не то. Позвонила Люся Карчебан с Бешалмы и говорит: я так благодарна вам за эту программу. Я, говорит, аж расплакалась. Говорит, такая, говорит, хорошая программа. Вы знаете, вот это самая большая оценка нашего труда. В эфире работают специалисты, для которых это не просто профессия, а дело, требующее полной отдачи и любви к своей профессии. Особую роль коллектив отводит вещанию на гагаузском языке. Журналисты следуют миссии по сохранению родного языка, культуры и традиций народа. Работа на радио сама по себе очень интересная. Много стресса, конечно же, имеет, но каждый день это что-то новое, новые знания, новые эмоции. И еще эта работа заряжает. То есть мы знаем, что своим голосом можем кого-то вдохновить, может кому-то настроение подарить. То есть когда лично я слышу отклики наших радиослушателей, от этого приятно, и вдвойне хочется усерднее работать и дарить кому-то радость. Вдвойне приятно работать на гагаузском языке, потому что это наш родной язык, и хочется его продвигать. Это и наша основная задача. Ну, еще с каждым днем мы постигаем что-то новое, новые уровни, и это, несомненно, воодушевляет идти дальше. Затем, чтобы каждая программа вовремя выходила в эфир и звучала качественно, стоит техническая команда. От ее профессионализма зависит стабильная работа радио, которое ежедневно слушают по всей Молдове. Больше выполняю роль технического работника. Я отвечаю за то, чтобы все те программы и так далее, что готовят корреспонденты, они вовремя выходили в эфир. То есть, чтобы вы имели возможность вовремя это услышать в хорошем звуке. Нас слышит и Молдова. Поэтому сложно осознавать то, что ты не имеешь права на ошибку, так как любая твоя ошибка, она сразу видна. Поэтому всегда надо быть в тонусе. Для многих жителей автономии радио остается частью повседневной жизни. Его слушают дома, в автомобиле и на работе. Одни включают эфир ради новостей, авторских программ, другие ради музыки. Эфир радио, по словам жителей, создает особую атмосферу и хорошее настроение. Да, периодически в машине, по дороге включаем с мужем. Интересно послушать, тем более наше гагаузское радио, почему бы и нет. Вот сегодня день радио. Что бы вы хотели пожелать жителям и работникам этой сферы? В первую очередь хотела бы пожелать крепкого здоровья работникам радио, потому что работа в журналистике непростая, с разными категориями людей встречаешься, поэтому им крепкого здоровья и терпения. Ну и жителям Гагаузии, конечно, тоже прекрасного настроения, хорошего лета, отдыха. Здоровья, удачи, интересных передач, честных, справедливых. Спасибо. А вы слушаете радио? Да, постоянно. На кухне есть. Постоянно я слушаю, в курсе. Дай Бог им здоровья, и чтобы они процветали. Вот это самое главное. А остальное, как Бог даст. Благодаря современным технологиям гагаузское радио можно слушать не только в эфире, но и онлайн на сайте grt.md в любое время и из любой точки мира. Анна Чебанова, Сергей Георгиев, Артем Топал. Новости ГРТ.